Окунь. И щука. Ушла. Вот так и бывает. Ну вот, озерцо. Сейчас глянем, что-то есть, нету. Очень много коряг тут тоже. Прям коряга на коряге. Идем, идем. И вон на тебе грузди. Бери, не хочу. Да, между прочим, они и без червей. Вон, хорошие грузди. Вон какие шматки. Ну да, все годные. Вон, для соления. Дофига их. Вон, чистые, Адян. Вообще свежие, чистые. Вот это да. Так что, может, завтра наберем. Одно ведро у нас свободное, большое, которое целое ведро можно набрать. Ну и отсюда везти тоже как-то. Тут щука есть. Короче, на мой воблер напал и... Не знаю, по второму разу там... Ну, ушел. Да, крупный. Сосиски, ёп твою. Este Кузьма се не шеведли. Да, поранил, наверное, я его. Блин, жалко, конечно. Трофейная рыба была. И вроде воды нету тут. У меня воблер, я не знаю, куда отлетел, блин. На воздух куда-то. Вон он висит. Просто есть зуб. Как его... Рыба отцепилась и воблер улетел. Вот на такой китайский воблер. Да, хороший подход был. Запоминающийся. Вторая щука уже ушла. Что поделаешь, Денис, если не наша рыба. Хоть еще старайся. Короче, вот что осталось. Сейчас. Вот. Это тебе тоже. Вот, показываю. Очередная щучка небольшая, но, короче, унесла. Ой, красный сейчас возьму еще. Вот этот попробую. Может, еще подойдет. Короче, вторая рыба ушла у меня. Все, один шанс был. Второго шанса уже рыба не дает. Короче, если не поймал, значит все. Рыбалку закончили. У нас был три шанса было. И упустили. Короче, пустые. Возвращаемся домой. Сейчас напрямик пойдем. Даже вдоль озера не будем кружить. Прямо где получше выберем место. А место, я вам скажу, не очень так. Ну, уже темнеет. Какой вид тут. Нифига не удалось. Вечерняя зорька.
неудачная у нас получилась. Завтра с утра еще пораньше, если проснемся, потому что сейчас конкретно подустали тоже за целый день, то может быть завтра еще порыбачим. Блин, такая паутина тут. Где бы пройти? Сейчас надо лучше выйти на речку, вдоль речки подняться. Вот там река уже. Здесь звериные тропы только. Вон, видно, как ходили тут какие-то звери. Может лось, может медведь прошел. Да. Вот тут лёжка тоже. Какая-то у кого-то. Где? Куила макатка. Лёшка. Может лось, может медведь. 2 штуки, как я смотрю. Избушка тьма уже. Powerbank только заряжает аккумулятор. Надо свет включить. На улице темнеет. Мы уже на избе. Уже больше никуда сегодня точно не пойдем. Комарья летает. Надо раптор врубить. И будем отдыхать. День прошел. В принципе, что запланировали, основное все успели. Успели порыбачить. Территорию здесь немножко скосили. Завтра уберем. С утра порыбачим. Потом территорию, может, немножко уберем. И будем сплавляться. И рыбачить. Целый день рыбалки еще нас ожидает завтра. Как надоест рыбачить, заведем мотор, поедем и где-то от первой избы, может, пособираем еще грибы, если успеем все это дело. Вот. А сейчас мы будем доедать уху, попьем чаек и отдыхать. Так что встретимся завтра. На сегодня все. Всем пока. Очередное утро. 4 часа утра сейчас. Встали. На улице пасмурно. Облачно. 10 градусов температура. Сейчас попьем холодный чай вчерашний. Не подогрели ничего. Сразу мы пойдем на рыбалку. Еще на утреннюю зорьку сходим, покидаем спиннинг. И уже потом нормально позавтракаем. Вот так начинается утро с холодного чая.
это да. Там сверху видно, как солнце встает, светит на вершинке елки там. Ага. Прохладно, между прочим, в одной куртке. Она. О, бля. Видел? Первая неудача. Че, он только за резину, что ли, взял или что там, да? Просто за резину. Давай ты с спиннингом попробуй, Денис. Не очень крупный, но я его заинтересовал. Может, на блесну возьмет. Дошли до конца озера уже. Ни одной поклевки больше не было. Ни одного подхода, ничего. Тишина. Журавли кричат. Из-за того, что прохладно на улице, комарья вообще нету. Действительно, вообще прохладно. Когда не шевелишься, даже холодно становится. Денис уже обошел озеро. Да, не хочет. Здесь щука сидит. С того берега, вот, когда я рыбачил, он напал на силикон и все. Сейчас не подошел, блин. Не хочет. Не скажу, что много их тут, но для интереса можно покидать спиннинг. И неохотно берет, между прочим. Вот и все, не взял. Последний шанс был. Не взял. О, блядь, опять мы пусачлись. Мы, сука. Что ты будешь делать, а? Локны заводитесь и шелыштесь. Обошли все озеро. От и до. Кидали спиннинг. Безрезультатно. 0. 0 у нас в рюкзаке. И 2 срыва. Ну, не срыва, а, как сказать, попадались, но ушли. И оба раза на силикон вот этот. На этот силикон. Может, я сам слабинку даю на какое-то мгновение. Ну, когда я включаю видеокамеру. Включаю видеокамеру, и в тот момент у меня рыба уходит. Даже, думаю, в кадре так попадалось. Так что за 2 зайцами вот, везде вот эти грузди. Уже третье место, наверное, попадает, где грузди растут. И за 2 зайцами бежишь, хочется поймать, и в то же время хочется поснимать. И то, и другое такое не получается. Рыба уходит, и красивые кадры не получаются. Вот. Ну, обошли озеро. Сейчас
Звериные тропы. Вот я не знаю, кто тут ходит. Ну, как сказать. Сейчас обратно пойдем. Ну, может, еще где-нибудь закинем пару раз. Так особо уже 2 дня уже тут кидаем спиннинг. Вчера вечером допоздна кидали. Сегодня рано утром встали, чтобы на утренней зорьке может что-нибудь поймать. Но, к сожалению, ничего не клюет. 2 подхода, между прочим, сегодня было. Еще 2 подхода. Один даже уже все, думал, попался. А он, оказывается, за силикон так нежно возьмет. За силикон и тащишь его. Потом срывается. Вот этот медведь, наверное, тут ходил все-таки. Я думал, следы копыт нету. Ну вот. Вчера другим путем шли, сегодня тоже другими. Сейчас пойдем на избу и уже там будем решать, что дальше делать. Кипятим чай, попьем чаек. Так, здесь тоже прямо пойдем. Город напрямик пойдем. Так, чтобы там могла. А. Ох, тут лок мунам. Там сколько раз я тут не рыбачил, что-то не ловится тут. Давай на поворот туда сразу напрямик. Здесь уже у меня тропинки, вон зачесы. Не заблудимся. Да, пока листва не выпадет. Лес другой совсем. С осенью не сравнить. Вот эта вода похожа на нашу со скважины. Вроде чистая, а вон какой красный осадок идет. В точь-точь. Такая же красная она. Не красная, а коричневая, что ли. Ой, блин. Запах тут смородины. Так. Ну что? Тропинка сейчас у меня направо пойдет. Мы пойдем налево. Так. Я хотел вообще, думал, здесь избу поставить. Здесь такой пруток, вон, смотрите, сухой. И вообще высоко. Но зря я сюда не поставил. Сейчас мучаюсь. Оказывается, там болотень. Где у меня стоит сейчас изба. Выбора нету. Вот этот участок небольшой тут. Хорошее место. А дальше уже кругом ельник. Или же вообще сыро.
избы все меньше и меньше остается. Осторожно, Денис, гвозди могут быть тут. Под ноги смотри. Вот отсюда я и начинал охоту. Это старая изба. Там окно было, здесь дверь, предбанник. Костер где был, я уже не помню. Место костра. Из памяти уже вылетело. Честно, не помню. Где-то, может, тут. Вот так она выглядит уже. Здесь большое окно одно было. Стол там. Вот тут был. А, вон он. Стол разрушенный. Вот тут стол. Там печка в углу стояла. Здесь просто коридорчик такой. А там нары были. Вот тут мы ночевали, жили со старым охотником, который передал мне участки свои. Ну и вот что осталось, короче. В прошлом году не снимал, не показывал. Сейчас вот по пути заснял. Кастрюля сдырает, трявая уже. Аккуратно дырка там. Аккуратно дырка там. Ну вот. На костре чайник. Сейчас мы приготовили завтрак на скорую руку. Здесь территорию, в принципе, все убрал. Вот так выглядит сейчас. Когда пришли, какой вид был. И сейчас вот вы смотрите. До грудей трава была. Также для собак заготовил там более-менее там хорошую траву в будку. Это вместо настила будет. Вот сейчас со стороны посмотрите. Вроде порядок. До костра. А там дальше я не косил. И пока не буду сегодня. Не хочу я вообще опять застряну в этой работе. Не хочу думать ничего. У нас в планах только рыбалка сегодня. И здесь вот все время хожу кругом. Я без камеры уже несколько раз возле избы там прошел. Вот, смотрите, не раз уже показывал, что вот уже начинает гнить нижний венец. И хочу задать вопрос тем, кто пользуется реечным домкратом. У меня реечный домкрат вроде трехтонник. Примерно 13-14 венцов вот в этом углу. Вот, скажем, вот. На потолке земля. Слой такой, ну, примерно сантиметров 10, грубо говоря. Такой вопрос. Бывают, попадают подписчики, которые мне пишут, что зачем нам задаешь вопрос, если ты сам все равно свое делаешь. Но я делаю, как я думаю, и все равно к вашим советам я прислушиваюсь. И в данном случае я хочу вас спросить, может ли поднять домкрат, реечный домкрат, трехтонник, этот угол? Чтобы мне... Я могу, конечно, 20-тонник привезти, но, знаете, если здесь я вырою, там, блин, вообще мягкая земля, ну, не поднимет это домкрат. Я просто... И сейчас, вот, скажем, середина лета, и вообще сырая почва. Хотя лужи тут нету, здесь обычно вода тоже стоит. Но вот, если речным домкратом приподнять, возможно, если хватит сил там... Чего я боюсь в этом домкрате? Это клешня, вот, которая торчит где-то сантиметров 13, наверное, за что цепляет и поднимает домкрат. Боюсь, что это сломается. Все время я загружался на УАЗике там примерно на тонну, и
тонну УАЗик он поднимает. И то я задумываюсь, а может вдруг сломается или еще. А здесь приличный вес, я думаю. Стоит ли мне привезти этот домкрат, чтобы не заниматься чем-нибудь? Я уже задумывался другим путем. Я 100% мне придется уже напополам, скажем, я бревно пополам спилю и половину сперва оставлю, потом вторую половину. Единым у меня вряд ли получится. Потому что тут такая, оказывается, почва. Так я ошибся с выбором места для постройки избы. И вот сейчас, тогда как? Тогда ты, когда строишься, ты не задумываешься, что придется тебе менять что-то, венцы или еще. Ты поставил, и 20 лет простоит. И, как сказать, не успел глазом моргнуть, уже все, время прошло. И уже пора заняться уже ремонтом. Так что, кому не сложно, напишите. Я буду читать ваши комментарии, буду прислушиваться. Всех я слушаю, но выбор всегда делаю сам. Так что, явно уже начал подгнивать. Лет 5 может еще простоит, но не хочу, чтобы эта сырость пошла на другой венец. Вот чего я боюсь, самое главное. Если вовремя я это уберу, еще будет там десяток лет стоять. Как бы вот эту фигню, вот эту конструкцию срубнее приподнять, скажем, хотя бы на сантиметров 10. Нет, достаточно 10 сантиметров, вот столько. Приподнять я все сделаю там шустро и в одиночку, без проблем. Потому что я помощника сюда никого не буду звать. Так, ладно, буду ждать комментарии. Сейчас мы будем завтракать. Чай, наверное, уже закипел. Там остывает наш завтрак. Ну вот, чай тоже уже готов. Термос нальем и уже будем собираться. В путь. Целый день у нас спиннинг будем кидать. Как будто в будке собаки у меня. Трава так торчит. Вот. Наши спиннинги. 2-метровые китайские удочки. Так. Открывайте ворота. Вам 6-я рота или 9-я рота. Как там песня. Ну что, Денис Олегович, будем завтракать. У нас на завтрак лапша, быстрые макароны с яйцом. Ну и помидоры в прикуску будем кушать с огурцами.